Открытие собственного бизнеса – это путь к воплощению своих идей и, конечно же, достижению финансовой независимости. Но на пути к его открытию существует множество препятствий и вопросов, на которые начинающие предприниматели ищут ответы. Как найти хорошую идею, принесет ли она прибыль и, самое главное, как получить финансирование. Да, именно финансовая проблема зачастую подталкивает желающих открыть свое дело отложить ее в дальний ящик, а порой они и вовсе о ней забывают. Найти финансовую поддержку непросто. Хороший вариант – получить грант, но гранты выделяют не каждому. Чтобы его выиграть, необходимо отличиться. Бизнес-план должен соответствовать всем критериям, основными из которых являются новшество, открытие рабочих мест, поиск потенциальных клиентов и, конечно же, получение прибыли. Итак, все начинается с написания бизнес-плана. Своим опытом в его написании делятся бенефициары центра Сислаб. Пройдя курс обучения в центре, будущие бизнесмены уже понимают, какие шаги нужно сделать для развития своего предприятия. Хочу в первую очередь поблагодарить Сислаб, что они с нами проводили это время. Многое мы здесь узнали полезное, да? Я научился, как можно стать предпринимателем, какие шаги нужно пройти, чтобы получить какие-то навыки, знания. Сюда меня привело, я был в поиске работы. То есть я закончил университет и не мог найти работу. После этого мне позвонили с Сислаб-центра, пригласили, я согласился, пришел. Здесь мы прошли курсы, тренинги, после чего я успешно трудоустроился в Главном управлении культуры и туризма Гагаузии. Тренинги по бизнес-планированию в центре Сислаб прошли 37 человек. Каждый год количество начинающих предпринимателей, получивших финансирование на развитие своего бизнеса, увеличивается. Мы пришли сюда за тем, чтобы показать ценность нашей бизнес-идеи, но и при этом мы хотим получить какое-то финансирование, даже небольшое финансирование. Это большое подспорье для тех людей, которые начинают какой-либо бизнес. В Камрате уже есть 3 производства, принадлежащих бенефициарам центра. Среди них мастерская по художественной обработке дерева и стекла, компания по изготовлению декоративных фасадных фигур и ателье по пошиву спецодежды с элементами гагаузского орнамента. Обучившись навыкам написания проекта, начинающие бизнесмены сумели найти ту самую изюминку, которая позволила их бизнес-идее отличиться от остальных. Сегодня у начинающих предпринимателей уже есть клиенты и первые заказы. Если говорить про 2015 год, 2 человека получили финансирование. Если говорить про 2016 год, 3 человека получили финансирование. И благодаря Европейскому Союзу наши возможности расширились. И Европейский Союз понял, что это является важной составляющей. Сейчас они в 2017 году увеличили нашу долю, и 20 участников могут получить финансирование. В любом деле нужен творческий подход. Хорошего результата можно достичь исключительно путем применения своего внутреннего таланта. На что очень спрашивают, интересуются фотографии, фотографировать и восстанавливать барельефы, делать на портреты, получается. Это очень востребовано, это ценятся работы по $500–600 стоят, простые. Бизнес-идеи могут возникнуть внезапно. Они могут быть для ее обладателя совершенно новыми, а бывает, что желание заняться определенным делом связано с давними увлечениями, которые до сих пор оставались только хобби. Доводить тоже ручной труд. Здесь художником тоже надо быть. Получается, тут все равно ручная работа получается. Станок дает возможность, а человек уже себя проявляет уже. Все начиналось как бы с хобби. Имея художественное образование, как бы начал заниматься. Все начиналось вот с такого аиста. Сделал для себя, другим понравилось. В швейное дело я пришла учиться лет 20 назад. Думала для себя, как девочки-подростки, да. Много лет не шила, потому что появился сын, как-то времени не хватало. А потом, наверное, что-то внутреннее. Захотелось что-то создавать, что-то творить. Изюминкой, наверное, можно назвать то, что я предлагаю моим клиентам на изделиях гагаузский орнамент. В принципе, хотят гагаузский, хотят молдавский, но факт в том, что такую услугу мы предлагаем. Для реализации своего производства бенефициары выиграли гранты. Полученные финансовые средства позволили закупить необходимое оборудование, что явилось решающим фактором на пути к воплощению идеи. Помогли написать проект. После этого была очень серьезная защита проекта в Кишиневе. Люди посмотрели на работы, чем занимаюсь, как условия. И
предоставили грант. Этим грантом было закуплено оборудование. Грант по бизнес-плану составлял 41 тысяча с чем-то лев. Приобрела оборудование, швейной машинки. А уже сырье, все остальное, это уже сама. Все бенефициары, прошедшие курсы по предпринимательству, получают в центре СИСЛАБ сертификаты. Начинающие предприниматели могут получить финансирование из фонда поддержки предпринимателей, который предоставляет 70% необходимой суммы для реализации проекта.